Песня из кинофильма «Свадьба с приданным». Алексей Фатьянов, Борис Макроусов. Пойте вместе с нами. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих, и сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые, такие родные твои. Не от солнечных дней, не от теплых лучей расцветают от нашей горячей светлой любви. Если надо пройти все дороги, пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Мы хотим вам представить нашу, так сказать, последнюю любовь. Владимир Васильев. Песня «Стрекоза и муравей». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки и чайник со свистком, и радужный огонь росистого напитка. Мне только то и впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают, мы ж не способные к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусти меня к себе, и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой и мозолистый, угрюмый, большеротый, завистью следя воздушный мой прыжок. Попросишь: стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу: пойди-ка поработай. Володя Васильев нам очень симпатичен еще и тем, что сочиняет очень короткие песни. И тем не менее, вот он умудряется в эти короткие тексты вместить внезапные, неожиданные, парадоксальные мысли часто. Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть комод на полкомнаты, высунув платье багряный язык. Сердце манило в объятия сладкий, разум в объятия того, что не мил. Двинула ящик божественной пяткой, лязгнул комод, язык прищемил.
Говорят ему, брось читать муму, чай уже не махонький. Вырос уж лопух, над губою пух, в женихи пора. По чужим дворам только шум и гам, хихоньки да хахоньки. Взял бы хоть топор, порубил дрова на траве двора. И вообще, Егор, говорят в упор глупые родители, надо все равно знать бы хоть одно дело до путя. Он схватил топор, и с тех самых пор только его видели. Не ругай муму, не пари муру, не кори дитя. Еще одна миниатюра Володи Васильева, знаменитая она главным образом тем, что Евгений Николаевич там наконец-то поет. Корабли на причалах ржавеют от спячки, белошвейки, царевны, рыбачки и прачки выбегают на берег ладонь козырьком. Где он суженный, ветром попутным брюхатый, облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут горизонт. Никого. В направлении песчаных барханов мимо них пронеслось стадо диких мужланов. Табаком резким, потом и густым и перегаром в нос ударила девы, воскликнули: срам! Нам подобных сокровищ не надо и даром. И пошли по пескам, по следам. Еще одна коротенькая сказочка. Из лягушки она превращалась в девушку. Ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка. Это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Эх. Не доцеловал. Ну и самая знаменитая сказочка Володи Васильева — это, конечно, песенка ткачей, написанная для сказки «Голый король». Когда глаза таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать: я вижу, это так. Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Привольно дерзким ловкачам у короля служить, легко искуснейшим ткачам камзол излезть и сшить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голову назвать. Ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Парам-пам-пам, фасон хитер, легка рука, пико гофре плессе. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Большой, тяжелый, грузный, обветшалый, в траве по пояс, задумчиво перебирая шпалы, шел поезд. Не ехал, шел, колеса волоча, в лесах, как филин, ухал. Внимал скороговорочки грача, в полях ромашки нюхал.
годов ему, что блоху пса попробуй в шерсти достать их. Он жил, гордясь своей рабочей робой в 60-х. А нынче всем, кто помнит с букварей, в руках у нас винтовка. Он пел в краю небесных звонарей, кому не остановка. Но рвали дым, как знамя над трубою, ветра эпохи, что время нам оставило с тобою. Стихи да вздохи, большой, тяжелый, грузный, обветшалый, колечки нимбы пускает в небеса по старым шпалам, и меня за ним бы. Юрий Кирсанович Ким и Геннадий Гладков. Прекрасный тандем, без которого трудно представить наш кинематограф. И вот практически первая совместная их работа, фильм «Точка, точка, запятая». Давайте вместе споем. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидит эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить, а потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел, но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь, и конца пути не видно, но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. В добрый путь дорога требует отваги, и мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая. Песенка из кинофильма «Свистать всех наверх». И очень надеюсь на вашу поддержку. Вы же тоже в детских хорах пели, в пионерском лагере. Цепи якорей звенят в порту, верят корабли в мою мечту. Всем ветрам назло я спешу на зов дальних неизвестных островов. Снятся часто мне по ночам дельфины
волною смоет, а я на берег с утра приду опять. Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Море, подари свои шторма, пусть до самых звезд летит корма. Палубу качай, с ног сбивай меня, брызгами солеными звеня. Знаю, можешь ты черным быть и синим. Море, море, стать помоги мне сильным. След мой волною смоет, а я на берег с утра приду опять. Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Сейчас у Евгения Николаевича появится удивительный инструмент, который вы по незнанию могли бы ошибочно принять за гитарку из детского мира. Но это не так, это самый настоящий музыкальный инструмент. Называется он укулеле. Укулеле, да. Михаил Щербаков на музыку итальянского композитора Нино Рота. И если вот балалаечка была в прошлом произведении, то в этом укулеле будет петь голосом мандолины. Что в чужом краю, что в отчим, на высоком небосводе не увидишь ты алмазов, да и кто их видел, впрочем, при какой такой погоде. Счастье капризно, даль тревожно, а жизнь она и вовсе одна второй не будет. Рим с собою взять не можно, помаячь пока что возле, Папа Римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, курс в порядке биржевой. Люд заморский по руинам резво скачет, пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле не скакать, пока живой? За 100 лир цена смешная. Ты пломбир купи с изюмом и направься вдоль дель Корсо, юных барышень смущая серым в клеточку костюмом. Ах, эти барышни глазами серьезными своими моргают так прелестно. Мы умрем, и черт бы с нами, а вот что случится с ними, совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной у античного забора. Не забудь, что ехать скоро и бесед не проводи. Что там за архитектура, сеньорина, что за флора там, сеньора? Не твоя печаль, приятель, погулял и проходи.
в свой черед коснется слуха тот сигнал валторны строгой, что вязать велит пожитки, ни пера тебе, ни пуха, отдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкнет, а дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, но пока валторна смолкнет, колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, но пока валторна смолкнет, колокольчик распоется. Русский поэт Юлий Ким, латышский композитор Ромуальд Гринблат, гавайская гитара укулеле, вот эта лягушка из мангового дерева, привезенная из Таиланда, а все это вместе русская народная песня «Белый конь». В чистом поле ветер свищет, в синем небе коршун рыщет, а мой конь, белый конь, едет шагом над рекой. Ветер свищет для забавы, коршун рыщет ради славы, а мой конь, белый конь, едет шагом над рекой. Ветер свистнет, задохнется, коршун рыскнет, да вернется. Мой конь, белый конь, он все едет, он такой. Над рекой и над синей речкой белый конь звенит уздечкой. Что нам слава, что забава, нам бы поле перейти, нам бы поле перейти, друга верного найти. Кому влево, кому вправо, кому с нами по пути, кому влево, кому вправо, кому с нами по пути. Евгений Быков. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Ну перед кем же мне извиняться? Мне предлагают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных
дикая прелесть. Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Ду-ду-ду-ду, белеет мой парус, такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, поверьте, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус, такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус, такой одинокий на фоне стальных кораблей. Лидия Чебоксарова. Евгений Быков. Добрый вечер. Вас приветствуют лауреаты международных конкурсов «Арт-трио Вольница». Используйте добрые старые русские народные инструменты. Мы играем, ну так скажем, как модно говорить сейчас, мировые хиты. Прозвучал сейчас «Пассадобль» Риорита. Следующее произведение тоже все знают его, не нуждается оно в представлении. Оно пришло уже из другой страны, не менее жаркой, из Мексики.
Спасибо. Ну, раз мы так сейчас галопом по Европам помчались, по разным странам, вы догадались, что это сейчас с туманных берегов Альбиона прозвучала композиция. А теперь перенесемся в Америку. Ллойд Вебер, «Иисус Христос, суперстар». Мюзикл. Ну и какой же русский не любит пострадать? Сейчас мы будем страдать русскими страданиями по Майклу Джексону.
Спасибо. Следующее произведение, я считаю, это гимн всего прогрессивного общества должен быть. Давным-давно Джон Леннон написал произведение, которое называется «Imagine». Краткое содержание вы, наверное, знаете. Представьте, что все живут в мире. Нет ни голодных, ни бедных. И прослушайте, пожалуйста, «Imagine» Джон Леннон. Следующее произведение повеселей, потому что на юге Италии было написано в Генуе великим маэстро Паганини. И посвящаем ему произведение в нашей трактовке, оно так называется «Плач Паганини».
Спасибо. Следующее произведение для лучшей половины нашего человечества. Девушки, милые женщины, для вас. Называется он по-французски «Petit fleur». Маленький цветочек. Чтобы у вас было, вся жизнь была в больших цветочках.